Утро на Гумистинском мосту, как и везде в Сухуми, началось с кофе. Часть протестующих и путешественники, застрявшие на мосту, еще спали. Другая часть активистов, по всей видимости, обсуждала план дальнейших действий. Среди активистов были назначены ответственные за переброску людей с одной части моста на другую. Для пешеходов путь был открыт. Мы здесь все обговорили, если будет подъезжать скорая помощь, мы будем открывать дорогу, пропускать скорую помощь. А так все остальные идут пешком, мы все вместе помогаем им переносить их одежду, сумки, чемоданы, провожаем на ту сторону моста, там их ждет транспорт, который увозит их куда им нужно. Так же, как и в этой стороне, так же и там. Это все здесь стоящий народ, без никаких абсолютно вопросов, без никаких проблем. Видите, если нужна помощь, мы ее сразу оказываем и переводим где в ту сторону. Да, мы понимаем, что создаем дискомфорт этим сегодняшним нашей акцией, но, к сожалению, такие меры надо было принимать, потому что власть не слышит народ. И вот так вот за это мы сегодня здесь собрались. Но помогаем по мере возможности каждый из нас. Как рассказали протестующие, был обеспечен проезд машин скорой помощи, а также автомобилей с тяжелыми больными, неспособными передвигаться самостоятельно. Вот что касается, например, больных, да, что мы здесь якобы не пропускаем. Всем машины здесь не проходят, но всем больным созданы условия для того, чтобы они могли подъехать с нашей стороны. Мы их переводим на ту сторону, и они могут свободно добираться до пункта назначения. Также здесь ни одной скорой, которую мы заблокировали, не было. Основным требованием протестующих было освобождение 5 задержанных накануне оппозиционеров, среди которых оказалось 2 экс-депутата парламента и 1 действующий член Центральной избирательной комиссии. Это Алмазхан Ардин, Багари Кукай, Амар Смыр, Рамаз Джопо и Аслан Гварамия. То, что произошло вчера, весь народ это увидел. Так захотела власть демонстративно, публично арестовывать хулиганов, как они это заявили. На сегодняшний час люди собрались, мы находимся среди народа, мы отсюда не уйдем, ждем некоторое время, если наших ребят, это экс-депутаты парламента и другие общественные деятели, которые находятся с народом, стоят рядом со своим народом, если их не отпустят, мы будем продолжать акцию. Мост через реку Кадор был разблокирован еще утром, поэтому представители силовых ведомств надеялись, что и по Гумистинскому можно будет договориться путем переговоров с оппозиционерами. Для этого к протестующим прибыл глава управления ГАИ Дамей Авицба. Обстановка нехорошая, конечно. Дорога закрыта, люди не могут ехать на свою работу, по своим делам. Я думаю, руководство подключится. Какое-то понятие было на пост, который Кадор был закрыт, на данный момент сейчас открыто, движение есть. Надеюсь, здесь тоже будет какой-то диалог, и к общему придут, и наши дороги откроются. Я с моей стороны по работе говорю. Но условием разблокировки Гумистинского моста было только освобождение всех активистов. По словам лидера АНД Адгура Ардинба, этот вопрос принципиальный, так как задержали их не за хулиганство, а по политическим мотивам. А их задержали по одной причине. По причине того, что они выражали открыто свою позицию. Это не хулиганы какие-то там уличные, это активные граждане со своей позицией, со своим авторитетом. И задерживать как террористов, как особо опасных преступников, кидая их головой об асфальт, прикладывая к их голове автоматы, это выходит за все рамки дозволенного. Мы это воспринимаем как неудачную попытку устрашения. Вот вы видите, сколько людей здесь стоит. Сотни людей. Если такими методами можно было бы кого-то напугать, здесь никого бы сегодня не было. Эти действия имеют только обратный эффект. Адгур Ардинба напомнил, что когда действующая власть была в оппозиции, ее активные сторонники прибегали к подобным методам политической борьбы, но не понесли какого бы то ни было наказания. Здесь же еще огромного рода цинизм происходит. Тут инкриминируют ребятам, что там возле СГБ кто-то толкал забор, там кто-то на машине подъехал.
Но нам всем известно, что если уже идти по этому направлению, срок давности по такого рода преступлениям, он как раз позволяет генеральному прокурору проявить принципиальность и начать с расследования и привлечения к уголовной ответственности всех участников, которые принимали участие в погроме МВД в 2016 году. Не так много времени прошло, есть видеоматериал, он доступен в сети интернет, есть показания тогда потерпевших сотрудников правоохранительных структур. Все это есть. Если генеральный прокурор настолько принципиальный, мы только будем приветствовать. Если вот начнет с тех, мы да и возражать не будем. Но тут что получается, что закон применяется для одних, для других он не существует. Вот против чего мы здесь все стоим. К 5 часам вечера 12 ноября требования оппозиции были выполнены. Всех 5 оппозиционных активистов отпустили, и автомобильное движение по Гумистинскому и другим мостам было открыто. Марианна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ.